Поводом для встречи с журналистами стала ситуация с заболеваемостью корью в соседних с Абхазией странах. Главный санитарный врач республики Алла Беляева отметила, что на фоне критически низкого уровня вакцинации населения от кори этот факт вызывает особую озабоченность. В последнее время в сопредельных с нами странах, в частности в Российской Федерации, в странах, часто посещаемых нашим населением, например, в Армении, а также в странах Средней Азии, откуда к нам прибывают трудовые мигранты, наблюдается рост заболеваний корью. Корь – это детская инфекция, высоко заразная, и рано или поздно к нам все-таки ее привезут. Больной человек может не знать, что он болеет первые 10 дней, то есть инкубационный период данного заболевания 14 дней. И только после проявления первых симптомов заболевания и до них 2 дня человек является заразным для окружающих, но не знает, что он был носителем. Колоссально низкий уровень вакцинации населения – это опасность, которая может повлечь тяжелые последствия, говорят специалисты. Коллективный иммунитет, эффективнее всего достигаемый благодаря вакцинации, косвенно защищает от многих инфекционных заболеваний. Брать, если в статистический 22 год родилось в Абхазии 787 детей, из них по календарю, по возрасту вакцинировано только 20 детей. Что касается охвата, да, он снизился. Сейчас составляет он порядка 10% всего лишь, а нужно, чтобы было не менее 95%. Вот. Эта тенденция уже последние несколько лет идет, то есть динамика снижается. Важно понимать, что корь – очень заразная инфекция, одна из самых контагиозных, передающихся воздушно-капельным путем. При контакте с инфицированным человеком до 90% из его окружения заразятся, если они не вакцинированы. А невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску развития осложнений. Осложнениями могут быть такие диагнозы, это как отит, это пневмония, бронхит, ларингит. Но, к сожалению, самое ужасное, что данное заболевание детей первых лет жизни до 5 лет может привести к летальному исходу. Спикеры обратились к населению Абхазии с призывом не бояться вакцинации, в особенности не верить своеобразным теориям заговора, распространяемым в социальных сетях. В Абхазии зарегистрированных случаев осложнений после вакцинации от кори нет. Сама вакцина поступает в республику от детского фонда ЮНИСЕФ. Все сертификаты, подтверждающие безопасность, имеются. Вакцина используется в общемировой практике более 50 лет. Календарь прививок у нас на самом деле очень хороший, национальный календарь прививок. Туда очень много замечательных входят вакцин, даже таких, которые нету в сопредельных государствах, например, не входят в национальный календарь прививок. Мы это обеспечиваем. И поэтому для того, чтобы избежать возможных осложнений, которые будут, нам хотелось бы обратиться и дать такой посыл. Не только по кори, есть и другие вакцины, которые, к сожалению, не реализуются. Их достаточно на территории страны, есть и запасы, но, к сожалению, они не используются. Провакцинировать ребенка можно в ближайшей поликлинике, либо в детских садах и школах. Это бесплатно. Согласно национальному календарю прививок, 3-компонентную вакцину от кори, паротита и краснухи вводят детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в возрасте 6 лет. Всем взрослым рекомендуется проводить ревакцинацию от кори каждые 10 лет. Единственная возможность предотвратить распространение кори – регулярная, своевременная вакцинация. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.